Наш эфир продолжит программа «Актуальное интервью» в студии Иван Лазаренко. Во всех медучреждениях региона началась вакцинация против гриппа и ОРВИ. Кому показана вакцина, ну а какие противопоказания имеются? Об этом мы будем говорить с гостьей нашей студии. Это Татьяна Дмитриева, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии мединститута Северо-Восточного федерального университета. Татьяна Геннадьевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, давайте, наверное, начнем нашу беседу с того, что еще раз объясним нашим зрителям, что такое грипп, что такое ОРВИ, чем эти заболевания похожи и чем все-таки они кардинально различаются. Ну, чем они отличаются, может вспомнить каждый человек, который болел гриппом. Как начинается грипп? Плохое самочувствие, боли в мышцах, суставах, головная боль, температура. И только потом присоединяется катаральное явление в виде насморка, кашля и так далее. А как начинается ОРВИ? Сначала сопли, кашель, потом температура. В этом основное различие. Ну а что общего? Это две респираторные инфекции, вызываемые вирусами, поражающие дыхательные пути. Но надо понимать, что грипп, он поражает более генерализованное действие, то есть общее действие на организм. Он поражает сосуды, поэтому протекает гораздо более тяжело, чем просто ОРВИ. Кстати, утверждение о том, что идет вакцинация против гриппа и ОРВИ, некорректно. Вакцинируют только против гриппа. Против ОРВИ вакцин нет. То есть ОРВИ – это заболевание, которое нужно лечить по факту, а грипп, получается, можно профилактически себя обезопасить. Ну, да. Ну, это общими словами. Да. Но вот кроме того, что вы упомянули, чем все-таки опасен грипп, раз против него проводится ежегодная вакцинация? Грипп – это более тяжелое заболевание, которое даже само по себе без осложнений может привести к серьезному ущербу для здоровья и даже летальному исходу, то есть смерти. Кроме того, осложнения у гриппа бывает много тяжелых осложнений, чаще всего это пневмония и осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Если у человека есть хронические заболевания сердечно-сосудистой системы, ну, вот, например, у людей старшего возраста, то грипп для них – это очень серьезное и даже может быть смертельно опасное заболевание. Ну, то есть в том числе именно и поэтому нужно прививку делать. Но почему это нужно делать ежегодно? То есть это или срок действия вакцины так ограничен, или это все-таки какие-то... Значит, начнем с того, что грипп – чемпион мира среди вирусов по изменчивости. Он постоянно мутирует, он меняется. Каждый год, ну, почти каждый год приходит другой вирус, видоизмененный. Нам очень повезло с вами, что мы живем в северном полушарии, потому что все эпидемии гриппа начинаются с южного полушария. Пока они до нас доберутся, у нас есть возможность узнать, какой вирус движется, разработать к нему вакцину, произвести эту вакцину и профилактировать население. Это первое, то есть вирус меняется каждый год. Второе, да, у вакцины срок годности от 6 до 9 месяцев. Она сохраняет иммуногенность, то есть защиту человеку получает от вакцины на такой срок. Ну и вот давайте чуть подробнее остановимся на вакцинах. Какие вакцины существуют в настоящее время, чем они отличаются друг от друга и каков выбор вообще? То есть я приходя в поликлинику, мне вот, пожалуйста, вот эту именно вакцину или вот эту вакцину, или все-таки доктора лучше знают, чем прививать желающих? Когда вы придете в поликлинику, вас вакцинируют тем, что есть. Начнем с этого. Выбор не так велик на сегодняшний день. Ну, во-первых, ушли импортные вакцины, да, их не стало. А вообще все вакцины делятся на несколько категорий. Первая – это живая вакцина, вторая группа – это инактивированная, то есть убитая вакцина, и есть еще сплит-вакцина. Они не просто убитые, они еще на кусочки разобраны, и по отдельным кусочкам вот, используются отдельные кусочки в производстве вакцины. От гриппа есть вакцины всего спектра. Совершенно. И да, еще вакцины делятся на моновакцины и поливакцины. Я вам говорила, что несколько вариантов вируса гриппа. Ну, скажем так, самый такой вот чаще всего к нам приходит грипп группы А. Но у него еще масса подвариантов. H1N1, H1N1.09, вот помните птичий грипп в 2009 году. Масса других вариантов. Поэтому есть вакцины которые содержат несколько вариантов. Есть вот у нас сегодня, на сегодняшний день в республике две вакцины: Совигрипп и Ультракс Квадри. Совигрипп — трехвалентная вакцина, там содержится антигены от 3 вариантов вируса. А Квадри, ну, по названию понятно, что там 4
антигенных набора. И то есть, ну, каждая из них, можно считать, более-менее такая универсальная и Более-менее, несколько да. вариантов Да, гриппа, которые, но не дай я бог, должна сказать, появятся. что каждая вакцина, вот эти вакцины, они из года в год же идут, да, вы знаем, Совигрипп, мы уже давно им вакцинируемся, и Ультрикс тоже. Но дело в том, что каждый год это новый вариант вакцины, подстраиваемый под новый предполагаемый вирус, который к нам должен прийти. Но вот традиционно люди старшего поколения наиболее подвержены всевозможного рода заболеваниям, инфекциям и так далее и тому подобное. Но, тем не менее, есть ли еще какие-то категории населения, кому особенно вакцина показана, кому нужно прививаться именно в первую очередь? Народная мудрость гласит, что старенький, что маленький. То есть и стареньким, и маленьким это обязательно, потому что это две категории, у которых, ну, скажем так, недостаточно напряженный иммунный ответ. Это первое. Второе. Ну, вообще профилактироваться желательно бы всем. Никому не нужно болеть, в частности, гриппом. Это так. Но есть категории, да, например, нужно детей вакцинируют старше 6 месяцев, уже можно вакцинировать ребенка. Безусловно, надо вакцинировать ребенка, который ходит в детское учреждение, скорее, чем ребенка, который дома находится. Если вы медицинский работник, и вы свою семью, я думаю, понятно, с какой целью вы их вакцинируете, да? Если вы работаете с коллективом, часто встречаетесь с большим количеством людей, то есть у вас повышенный риск контакта с инфекцией. Прямо сказать, вот какая-то группа риска, ну, есть, конечно, но, в общем-то, вакцинироваться нужно практически всем. Другое дело, что не все хотят. Ну, в этом случае можно вспомнить пресловутых родителей антиваксеров, которые категорически против любого вмешательства медикаментозного в здоровье детей. Это да. Им что вы могли бы сказать? Но если они категорически против вакцинации, я скажу, дай Бог здоровья вашим детям, чтобы вы не встретились с этой инфекцией и чтобы на собственном горьком опыте не узнали, что такое болезнь ребенка тяжелая, и не приведи Бог смерть ребенка от того, что вы его не вакцинировали. Давайте поговорим о том, кому, в принципе, прививаться, может быть, по каким-то медицинским показателям, ну, крайне нежелательно. Какие-то противопоказания от вакцинации от гриппа есть? И может ли вакцина нанести элементарно вред здоровью? Конечно, есть противопоказания, как к любому медицинскому, биологическому лекарственному средству и препарату есть противопоказания. Первое и самое основное – это аллергическая реакция на ранее введенные дозы. Если аллергическая реакция серьезная, анафилактический шок, отек квинки, конечно, больше эту вакцину применять нельзя. Я должна сказать, что даже люди с аллергическим фоном не всегда дают реакцию на вакцины, на все. Дело в том, что аллергия на какое-то конкретное вещество бывает. И вообще аллергические заболевания не являются противопоказанием сами по себе. А вот аллергическая реакция на конкретно эту вакцину, предыдущую дозу, да, конечно. Ряд тяжелых органических заболеваний, онкологических, органических заболеваний головного мозга, иммунодефициты. Но надо сказать, что иммунодефицитные пациенты с иммунодефицитами – это как раз группа риска, которых надо защищать от инфекции. Но им можно вводить только убитые вакцины. Ни в коем случае живыми их вакцинировать нельзя. Ну, не секрет, что грипп, простудные заболевания – это явление сезонное, есть свои пики, есть свои спады. Но, тем не менее, если мы говорим о вакцинации, то в какой период лучше вакцинироваться, чтобы вот к этим пресловутым пикам заболеваний подойти, ну, скажем так, во всеоружии, в стойкой и иммунной форме? Поствакцинальный иммунитет достигает своих, как вы сказали, пиковых значений на 3-4 неделе. То есть если в начале сентября вы вакцинировались, то к началу октября вы уже во всеоружии, вы защищены. Чем позднее вы вакцинируетесь, тем выше риск, что вы встретитесь с инфекцией до того, как будете к этому готовы. Поэтому вакцинироваться надо тогда, когда вам предлагают, поскорее. Ну, иногда задавали мне вопрос, а что ж тогда летом не вакцинируют? А потому что нет еще вакцины. Как я сказала, ее каждый год делают, и это время надо создать вакцину, надо ее в достаточном количестве, надо ее транспортировать. И поэтому раньше сентября это никак не получается. И поэтому надо вакцинироваться, как только появляется такая возможность. Ну и еще хотела бы сразу сказать, вот тоже часто задают вопрос, не вопрос, а заявление такое, вот я вакцинировался от гриппа и тут же заболел.
Вопрос, вы когда вакцинировались? В сентябре. В сентябре гриппа нет. Вы вакцинировались от гриппа и заболели острой респираторной вирусной инфекцией. Это другое. Сейчас идет подъем ОРВИ, все это знают, да? Но это не грипп. Грипп придет самое раннее в ноябре, а то и в декабре, иногда даже в январе приходит. Поэтому вот это вот представление, что я заболел после прививки, у людей трансформируется в «я заболел из-за прививки», оно абсолютно неправомочно. Ну, я больше чем уверен, что прививочная кампания для детей находится на особом внимании и у руководства, и у Минздрава. Расскажите, пожалуйста, какие особенности есть в этом случае, с какого возраста желательно начинать прививать детей, и вообще как обстоит ситуация у нас именно с детской вакцинацией против гриппа? Вакцинация детей начинается, как я уже говорила, с возраста 6 месяцев. Превалирующие группы, которые требуется вакцинация, это детские коллективы, особенно школьники. Детские сады в меньшей степени, потому что у них более узкий контакт, а школьники очень широкий контакт у них, поэтому их надо обязательно вакцинировать. Безусловно, вакцинация у нас идет на добровольной основе. Если родители категорически против, силой их детей никто не вакцинирует. Остается нам только убеждать их, что вакцинировать надо. Сейчас у нас есть детские вакцины в наличии, они делятся, эти вакцины противогриппозные на взрослые и детские. Детские есть в наличии, значит, нужно детей вакцинировать сейчас, чтобы к концу октября, к ноябрю они были готовы, если придет грипп. Ну и в завершении беседы давайте уточним все-таки информацию для тех, кто желает вакцинироваться против гриппа. Какие основные правила нужно соблюсти перед прививкой? Нужно ли пройти какие-то медосмотры, уточнить состояние своего здоровья или вот просто проснуться и в поликлинику? Никаких медосмотров проходить не надо. Это тоже частый вопрос. А почему у нас не обследуют перед вакциной? Почему нам анализ крови хотя бы не берут? Это нет никакой необходимости. Если вы чувствуете себя нормально, если вы не больны, у вас нет температуры, нет боли в горле, насморка, кашля, вы здоровы, чувствуете себя здоровым, можете утром проснуться и идти на вакцинацию. Если вы больны, у вас температура, сопли, кашель, насморк, вы чувствуете себя больным, вы не идете на вакцинацию, вы ждете, когда закончится у вас лихорадочный период, и через неделю после нормализации температуры вы можете вакцинироваться. Татьяна Геннадьевна, я думаю, что нашим зрителям стало все чуточку понятнее. Я надеюсь. Я благодарю вас за эту беседу. Спасибо, что ответили на наши вопросы. О вакцинации против гриппа мы говорили сегодня с гостем нашей студии. Это Татьяна Дмитриева, профессор кафедры педиатрии и детской хирургии Мединститута Северо-Восточного федерального университета. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи в эфире.